Здравствуйте, уважаемые Овны! Сегодня мы посмотрим таро-прогноз для вашего знака зодиака на июнь 2020 года. Напоминаю, что данный расклад – это общий. Итак, работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода, на что стоит обратить особое внимание. Вторая колода у нас покажет личную жизнь. И на третьей мы посмотрим работу и финансы. Итак, колоды у меня уже подготовленные, будем раскладывать. Личная жизнь. Здесь у нас будет 3 позиции для людей, которые находятся в данный период одинокими, для тех, кто в браке, и третья позиция для тех, кто находится в паре, но не в официальном браке. Так, третья колода нам покажет работа. Работа для людей, которые ищут, кто работает, и для бизнеса. Также 3 позиции. Итак, для тех, кто работу ищет, для тех, у которых она есть, что там происходит, и для бизнеса или самозанятых. Последняя позиция – финансы. Итак, будем открывать. Знаете, уважаемые зрители, это невероятно, но у вас выпали те же карты, что и предыдущего знака зодиака Телец. Это просто что-то невероятное. Карты показывают, что у вас будет ситуация, при которой вам нужно будет сделать выбор, чтобы закончить какие-то отношения. У кого-то это будет как уход с работы, что-то будете решать. У кого-то проиграется, как, возможно, в бизнесе какие-то будут расставания, может быть, с партнерами, может быть, прекращение каких-то договоров. Но, в общем, в любом случае карты показывают, что вам нужно будет взвесить все за и против очень внимательно и тщательно, чтобы принять это решение правильно, так как в этой ситуации может кто-то пострадать. Скорее всего, это будет ваш партнер. Вы освободитесь, возможно, от каких-то ненужных вам обязательств, от каких-то моментов. Может быть, это будут деловые отношения, обязательства. Может быть, это будут личные отношения, семейные обязательства. В общем, вы будете от этого избавляться. И для кого-то из вас это будет очень болезненно, но, скорее всего, для вашего партнера. Вы маловероятно, что пострадаете. А вот партнер будет такой пострадавшей стороной, довольно сильно пострадает. И если вам дорог этот человек или этот бизнес-партнер, в общем, смотрите, примите правильное решение, чтобы было все гармонично и сбалансировано. Есть вероятность, что кто-то пострадает, и очень так сильно. Но все-таки решение вы будете принимать, и как вы решите, это ваше личное дело. Ну вот такое вот событие основное этого месяца. Дальше смотрим личная жизнь для людей, которые в данный момент находятся не в паре, одинокие. Но здесь карты показывают, что вы такая дама решительная, энтузиаст такой, вот знаете, железная леди, которая все хочет, чтобы было так, как она решила. И я вижу, здесь вы выстраиваете какую-то цепочку событий, как-то подводите ситуацию так, чтобы человек, на которого вы
обратили свое внимание, который вы хотите привлечь, попался в ваши сети. В общем, предпринимайте все шаги и действия, чтобы обратить внимание этого человека и завязать с ним отношения. Знаете, если вы будете так настойчиво все дальше делать, продвигать это, ваш план, у вас есть все такие хорошие шансы, что все получится. Карты показывают, что да, вы на правильном пути и большая вероятность того, что вы добьетесь своего. Так, дальше. Следующая позиция для людей, находящихся в браке. Так, ну здесь несколько вариантов. Смотрите, если вы в семье в данный момент чувствуете себя одиноко, у вас какая-то отрешенность от партнера, этот период, карты показывают, у вас закончится. Что будет дальше, время покажет. Еще как вариант у вас действительно такое вот болезненное одиночество в паре с партнером. Происходит болезненная трансформация у вас. Тоже очень сложно. У кого-то проиграется, знаете, действительно потеря в семье и как траур. Ну, что карты показывают, то я и говорю. Вас много, у всех может проиграться по-разному. Но что есть, то есть. Так, дальше идем для людей, кто находится в паре, но не в официальном браке. Ну вот здесь, знаете, такие замечательные карты, просто приятно, приятно вам это говорить. Но здесь полное взаимопонимание, очень хорошие, теплые, доброжелательные отношения, полный такой комфорт душевный, и у вас начинается такой период прям страсти. Знаете, такой новый виток отношений, страстный. Ну, здесь много страсти и секса. Очень даже прекрасные карты. Так, следующее смотрим работу для тех, кто ее ищет. Королева мечей и туз пентаклей. Так, но здесь карты показывают как вариант для тех, кто служит. Ну, это могут быть судьи, адвокаты, полиция, юстиция, все что угодно. Если вы в данный момент искали работу, у вас сейчас отличный шанс ее получить. И знаете, работа такая вот будет очень даже хорошая и с хорошими перспективами. Еще для женщин таких деятельных, предприимчивых, кто не сидит на месте, а вот так вот, знаете, настойчиво и упорно ищет работу, тоже ее получит, тоже найдут и устроятся. Также прекрасные перспективы и хороший заработок. Так, следующая позиция для тех, кто уже работает и имеет работу. Так, но здесь карты показывают, у вас какая-то сложность на работе, какая-то ситуация, что вы не можете с ней справиться. Или справляетесь, но вам очень сложно. Но здесь как вариант, что, может, кого-то уволили, сократили, и вам сейчас приходится выполнять эту работу, которую вы даже не знаете, как ее выполнить-то. И приходится, вот знаете, заморачиваться, искать какую-то информацию, спрашивать, как это все делается. Сложно и тяжело вам, да. Но здесь карты, знаете, даже советуют вам, что вам, возможно, нужно где-то найти какую-то информацию, может поспрашивать у кого-то или самому покопаться, поискать, как это все делать. Ну вот вы больше как бы на себя рассчитываете, на свой опыт, на свои способности. Да, вам здесь нужно будет подумать, сконцентрироваться и подумать, как это все лучше сделать. Но в любом случае какие-то сложности на работе есть, да. Но все решаемо. Главное, что работа есть. Так, следующая позиция для бизнеса или для самозанятых. Ну что ж, карты показывают, что у вас здесь такой период начался, когда вы можете работать. И вам приходится работать трудно, тяжело, сложно.
И знаете, заработок здесь не такой уж большой. Усилий много, но денег мало. Ну, вот такой период. Знаете, здесь карты вам советуют, чтобы вы проще относились к этой ситуации и принимали это все-таки как подарок судьбы, что все равно есть такая возможность, ситуация, при которой вы можете заработать даже эти небольшие деньги. Все равно деньги есть, пусть небольшие, но они есть. Так, ну что ж, следующая, последняя позиция – финансы. Ой, ну здесь вам может позавидовать любой знак. В принципе, очень хорошие карты. Сила, 6 пентаклей, 8 пентаклей. Но смотрите, вас здесь прям такой шанс дается. Не просто вот возможность, а шанс. Шанс судьба дает. Но вам здесь нужно будет поднапрячься, не просто сидеть и ждать чего-то, а предпринимать какие-то шаги, искать какой-то выход из положения. Может быть, правильно принять решение, какую работу выбрать или какое действие совершить в каких-то условиях. Если вы ждете каких-то выплат, вам нужно не сидеть дома, тупо их ждать, а предпринимать какие-то действия, шаги. В общем, если вы не будете сидеть, чего-то ждать, а будете работать, предпринимать что-то, делать, у вас очень хороший шанс заработать денег. Знаете, денег вам хватит на все ваши какие-то планы. Например, закрыть кредит, оплатить квартиру или обучение оплатить. Возможно, у вас какие-то были долги, вам нужно их отдать. Вот если вы в этом месяце соберетесь, начнете что-то предпринимать, действовать, работать, и вы справитесь со своей задачей. Вы получите ровно столько, сколько вам нужно. Ну, у вас есть отличная возможность справиться со своими финансовыми трудностями. Вы сможете их решить. Самое главное не сидеть, а действовать. Ну вот, уважаемые овны, такой был расклад для вас на июнь месяц 2020 года. Желаю вам всего доброго и до новых встреч!